Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпку на вашего бывшего. А тема звучит так. Будет ли он вас возвращать? Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, задайте ему этот вопрос. Будешь ли ты меня возвращать? И давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какие-то очень серьезные помехи между вами. Очень серьезные. И расстались вы не просто так. Смотрите, вот ваше сердце. Открытое и чистое. Да, немножечко пораненное, но тем не менее. А вот его сердце. Вы видите? Его сердце, оно как надорвано, да, как кусок сердца отсутствует. Он гораздо болезненнее перенес то, что вы разошлись, чем вы. Да, он не показывает, да, он держится. У кого-то вообще отыграется, что мужчина хорохорится. Да, но на самом деле ему гораздо больнее, чем вам. И при этом, знаете, еще же нужно марку держать. Да, я ж мужик, я не должен тут тосковать, страдать и плакать. Наоборот, да, надо всем показать, что у меня все замечательно, что у меня все хорошо. Да, вот так он себя и ведет. Вы эту потерю, вы переживете, ну уже, можно сказать, пережили. А вот он вас никогда не забудет. Никогда. Где бы он ни был, с кем бы он ни был, как бы он там ни жил, все равно вы ушли, да, и часть сердца его с собой навсегда забрали. Он живет сейчас ровно с половинкой сердца. Ваше-то сердце при вас, а у него всего лишь половинка. Так, девочки, вот эта баба мне совсем не нравится. Какая-то тут вокруг него парит, круги наматывает. Какая-то женщина. Это может быть как соперница, так и, например, мама, которая не перенесла, либо не смогла перенести, что мальчик ушел в другие руки. Не просто так вы расстались, 100% не просто. Вы так друг друга любили, вы так друг к другу тянулись. Тут явно вас развели. Разбили ваши отношения, просто вдребезги разбили. Умысел. Здесь не просто так. Какая-то очень серьезная работа тут проводилась для того, чтобы вас развести, разлучить. Долго вы, кстати, сопротивлялись этому, но вот видите, все-таки негатив победил, да, зло победило. Знаете, вы думаете о нем, вспоминаете, да, периодически думаете, периодически вспоминаете. Иногда ругаете, иногда воспоминаниям улыбаетесь. А он думает о вас постоянно, и постоянно он плачет. Плачет, да, прям сердце, душа плачет за вами. Так и происходит. Почему-то он у вас действительно связанный идет, связанный, спутанный, перепутанный. Как будто бы ему отрезали пути к вам. Понимаете, он готов прямо сейчас бежать к вам, падать в ноги, молиться, проситься, чтобы вы простили, назад приняли. Но у него нет возможности бежать. Ножки-то перевязаны. Еще и на цепи он у вас сидит. То есть невозможно. Вот именно сейчас невозможно. Он постоянно, кстати, думает о том, что нужно что-то делать, что нужно как-то бороться с этой ситуацией, что нужно к вам. Но он как в тумане, понимаете? Либо он как, знаете, как в каком-то опьянении. Вот, вроде как голова
что-то думает, а тело не слушается, вот как ватное тело у него. Не может, абсолютно не может. Но очень хочет, девочки, очень. Если он сейчас живет с какой-то другой женщиной, но там не жизнь, там горе, такое жесткое разочарование у него, столько боли, столько, я не знаю, каких-то вот прям ужасных, неприятных моментов он испытал. Сам себе не рад, он не понимает, как это все произошло, как он мог отказаться, например, от вас, да, и как он мог с этой женщиной остаться, либо быть с этой женщиной. Он, как знаете, сам себя простить не может. Если он, например, живет со своими родителями, да, вот в своей семье, там, с мамой со своей живет, он ее и любит, и ненавидит, понимаете? С одной стороны, как бы, да, мама, тут ничего не поделаешь, любовь к матери – это святое. А с другой стороны, он ее ненавидит за то, что она лишила его счастья, за то, что по ее вине, да, он сейчас живет с половинкой сердца, и эта половинка постоянно кровоточит по вам. Такое тяжелое положение, тяжелое состояние. Да, печалька. Так, ну что, будет ли он вас возвращать? В ближайшее время я не вижу, честно. Я не вижу, потому что он спутанный, связанный, пока не получится. Сначала должно что-то произойти с этой женщиной. Она должна стать слабой, и когда она вот ослабит эту свою хватку, эту привязь, да, ослабит, вот тогда у него появится шанс как будто бы сбежать к вам. Но фишка в том, что когда у него появится шанс, у вас уже будет другой мужчина. Вы меня простите, но я вижу, что к вам идет новый человек. Смотрите, какой классный человек. Человек, он, я не знаю, может, он уже у вас на пороге, может быть, вы уже познакомились, да, недавно, например, познакомились с этим человеком, мужчина. Сейчас я вам дам его описание, понятно, что всем не подойдет, но вот, может, кто-то узнает. Мужчина плотного телосложения, рост у него средний, либо высокий, такой, знаете, прям как сбитый, такой вот он прям вот жилистый, да, масса есть на нем, и мускулы есть, и масса есть у него. Вот. Волосики коротенькие, совсем коротенькие, либо просто коротенькие. Но у кого-то прям может быть и мужчина с этим, с озерцом. Понимаете, ну да, так тоже иногда бывает. Но тем не менее, это его никак не делает хуже, наоборот, это его изюминка. Так, еще мужчина занимается какой-то работой, кропотливой работой, связанной либо с компьютером, да, что-то на компьютере делает, либо с документами. Вот. Работа очень важная, работа, кстати, денежная. И работает он то ли начальником, то ли сам на себя работает. Вот. Спокойный мужчина, спокойный. При этом он очень так четко разделяет вот работа, рабочие отношения и личные отношения. На работе он просто зверь, как любого порвет за свою работу. А вот дома он ласковый котенок. Вот в личном он как ласковый котенок. Очень, кстати, преданный человек. И он вот по какому-то закону чести живет. Да, у него какой-то внутренний кодекс чести присутствует. Да, замечательный мужчина, завидный жених. Сейчас мужчина свободный абсолютно. Либо никогда не был в браке, либо брак был когда-то давным-давно. Вот, давно без женщины. Не искал себе развлечений, искал себе любовь на всю жизнь. Вот такой человек. Вот. Этот человек, он настолько интересный собеседник, мастер на все руки. Такой, знаете, умеет и заинтересовать, и в то же время он умеет посидеть, послушать. Там не перебивает, не наглый. Хороший человек. Просто замечательный. По поводу внешности, ну, скажем так, он симпатичный, не красавец, вот как там вообще принято, либо, например, на ваш вкус, да, красавцы, он выглядит не так. Он симпатичный. Если к нему присмотреться, то и даже может быть и прям то, что надо, да. Женщины на него внимание обращают внимание на его фигуру.
первую очередь, а потом обращают внимание на его возможности, потому что возможности у него достаточно серьезные. Вот. Плюс у него очень прекрасная возможность на рост, на развитие. Такой, знаете, добропорядочный семьянин, вот так его можно охарактеризовать. Вот. Вы либо уже познакомились, либо вот-вот с этим человеком познакомитесь. Вы про вот этого мужчину, который вас оставил, да, с кем вы разошлись, вы совсем забудете. Совсем. Вот прямо из головы у вас вылетит, потому что увлечетесь новым. Он вами, а вы ему увлечетесь. У вас очень хорошие отношения, еще, видите, с правой стороны идут. Но по времени вот либо уже процесс запущен, либо вот-вот случится. Я вам, к сожалению, точнее не скажу. У вас с этим мужчиной прям все на брак будет идти. Прям на брак, на действительно официально оформленный брак. И в этот момент, когда у вас все хорошо, когда вы влюблены, когда у вас, как говорится, свадьба, да, там уже назначена, появится тот, на кого вы загадали. Он перебежит к вам, весь растерянный, заплаканный, я не знаю, покоцанный, несчастный прибежит и все вам расскажет. Расскажет все, как что было, как ему было тяжело, какой он дурак, как он столько раз пожалел, как он сам себя наказывал, как вы ему нужны. Вот прям, знаете, вопрос как-то ребром поставить, да, либо с тобой, либо я погибну. То есть он вам, вот этот вот мужчина, которого вы загадали, он еще будет какие-то проблемы создавать. Проблемы достаточно серьезные. Он станет источником ваших переживаний и волнений. Понимаете, девочки, как все обернется. Если бы сейчас прибежал, ну вы бы, конечно, пару раз послали, потом бы приняли. Но когда он по факту прибежит, он вам совершенно будет не нужен. Абсолютно. Вы скажете: Господи, откуда ты взялся? Зачем именно сейчас, когда я так счастлива, когда у меня вот жизнь налаживается? Зачем ты появился? Еще и такой несчастный весь. Вот. У вас серьезная дилемма будет. Как вам поступить? Как поступить? Прогнать? Так его жалко. Оставить? Так он ваше счастье рушит. Понимаете, девочки, еще проблему вам создаст. Но это жизнь, это ваше испытание, и вы будете его проходить. Да. Я не могу дать вам совета, как вам поступить. Я думаю, что каждая решит для себя, но я четко могу вам сказать, как бы вы ни поступили, что бы вы там себе не придумывали, выбирайте себя, выбирайте свое счастье. И жалость, да, это, конечно, хорошее качество, но не всегда полезное. Вот, думайте об этом. Да, и у пчелки тоже жалко. Этот мужчина, вот еще, знаете, вот прям пришла информация, он, скорее всего, ну, под несчастливой звездой родился, либо как мученик идет. Вот у него всегда так по жизни. Вот какое благо ему не дается, он все теряет. Да, все, извините, просирает. То же самое у него было с деньгами, то же самое было у него с какими-то возможностями, да, с любовью, да. Ведь он вас потерял, он ведь вас потерял не потому, что вы его прогнали, отказались, а потому что он сам в этом всем виноват. Не умеет он держать блага в своих руках. И тут действительно очень похоже на такую карму, да, на такую судьбу. Интересно. У него путь, знаете, какой? Скитаний и мытарств. То есть в жизни ему очень нелегко. Вот чего бы он ни добивался, всегда он это будет терять, упускать из рук. Он чему-то должен научиться, либо он должен что-то понять. Помочь ему, но понимаете, это значит запустить его на еще один виток этих мытарств. Знаете, такое впечатление, что он должен вот эту чашу страданий и мук просто испить до конца. Чем быстрее он ее опустошит, тем быстрее его отпустят в новую жизнь. Вы для него роковая женщина. Он сейчас еще этого не понимает. Но придет тот час, когда он все это осознает. Вам этот мужчина был дан, ну, в качестве, я не знаю, эксперимента, в качестве какого-то урока. Вот, ну, типа, посмотри, какие мужчины бывают.
Вы ведь влюбились в него из-за его яркости, из-за его харизмы, из-за его каких-то вот выдающихся качеств, которых на самом деле нет. Это все напускное было. Когда вот к вам сейчас зайдет настоящий мужчина, вот прям мужик, вот прям 100% мужик, вы поймете, о чем я говорю. Да, не все то золото, что блестит, а иногда природное золото — это просто грязный, там, не знаю, кусок металла, который нужно отмыть, очистить, отполировать, и тогда он засияет. Вот, вы должны это понять, и вы это поймете. Он вам все-таки как учитель был, а вы для него роковая, понимаете? Это звезда, звезда, которая была в его руках, и которую он упустил по собственной дурости и глупости. Жаль, конечно, вашего загаданного мужчины, но такая вот у него судьба, карма. Да? Тут ничего не поделаешь. Девочки, не думайте о нем, а думайте о себе, о своем личном счастье. Вот это важнее. Ну и будь что будет, как говорится. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.